Смотрите, какой подземный переход здесь. Коте сидит, дзен ловит и музыку слушает, да? Котяра. Красивый, красивый. А тут вот такие, видимо, торговые ряды или что. Круто. Мы вечером решили на Блинную гору подняться. Не знаю, поднимемся, не поднимемся. Дорога, да? Ну, сейчас будем искать дорогу на Блинную гору, да. А тут что такое? Ух ты! Как симпатично. Ресторан «Дачная жизнь». Кулебяка, пирожок, пекарня, чай и кофеек. Так. А там, смотри, Вов, еще целая гора всяких этих заведений. Смотри-ка. Ух ты! Монастырская выпечка. Ну, пошли. Пойдем. Ну, какая матреха. Матрешка, да. Матреха какая там стоит. Красиво. Ничего не скажешь. А это гостиница. Гостиница «Русский дворик». Нам предлагали ее тоже. Но мы пока вот на той остановились. Ну, смотри, какой тут ресторан. Вов. Да. А вот этот «Русский дворик» я сегодня, кстати, выбирала. Взять, не взять, туда пойти, не пойти. Может, там поедим? В «Русском дворике»? Ну, меню главное. Меню я посмотрела, обычное меню. Ну, посмотрим, давай на обратном. А то мы в Брынзу что-то собрались. Ну, пошли сначала попробуем взобраться на гору-то. Там ого-го тяжело будет взбираться, я думаю. Вот. Ну, надо смотреть. Ну, красиво здесь, конечно. Даже, я бы сказала, очень. Я так почитала. Сергиев Посад из Золотого кольца. Один из самых красивых городов, на самом деле. Ну, и я не ошиблась, конечно, в этом описании. То есть я вот сравниваю описание и действительность, и действительно понимаю, что да. Это очень красивый город. Очень. Потому что вот хожу я по нему, и мне он нравится. Смотри, каких павлинов сделали из цветов. Да, поближе только, если подойдем, тогда увижу. Вот. Ну, да, дорога на Блинную гору, видимо, наверх вот идет. А потом спустимся и выберем то ли Брынза, то ли «Русский дворик». Где-то покушать на ужин. Максим с нами не пошел. Как-то он себя плохо чувствует. Вот. Надеюсь, это не третий коронавирус в нашей жизни. Ну, ничего не сделаешь, если даже третий, никуда мы не денемся. Куда мы денемся от него? Вот кафешка, кто-то шашлык готовит, автошкола. Ну, поднимаемся. А тут лавру видно тоже хорошо уже отсюда. И вот они, павлины из цветов, которых Вова обещал. Так, ну ладно, идем наверх. Тут как-то, знаешь, вот так сделано, как углубление какое-то с цветами. Так получается. Ух ты, а что это за ретро-забор? Где? Ага, ну сейчас туда пойдем. Собачка. И вот отсюда замечательный вид открывается на закате, на лавру. Вот закат, вот лавра. Класс. Красиво. Очень красиво, реально. Особенно при закате. Особенно когда солнце все-таки как-то видно, что вот оно. И небо такое более-менее чистое, и сегодня тепло. Ставлю вот так камеру. Не бойся ничего. Нет, может дальше его. Сюда? Да. Ну давай, и я сделаю фотографии шикарные. Красиво. Я сейчас тоже попробую сделать. Сделай фотографии, сделай.
Шикарно. Вот отсюда Вов лучше берет Да. фотоаппарат. Там потемнее получается. Здорово. И закат такой красивый сегодня, да? Ну, пойдем. Ну, по лесенке, наверное, лучше-то. А то там эта горочка-то, чтобы самокатчики катались. Ну. Пошли. Вот отсюда тоже ведь неплохой снимок. Женщина ведь не зря стояла, фотографировала. Ну да. Ну, здорово. Ну, пойдем обратно. Тут весь этот гостинично-ресторанный торговый комплекс видно. Вообще выглядит шикарно, конечно. Идем по лестнице, чтобы подняться все выше и выше. Все дальше и дальше. Здесь под ярмарку очень колоритно обустроили. Ну вот нам надо было между павильонами, наверное, идти, а так мы сзади павильонов идем. Еще и нам сейчас придется по лестнице запыхиваться. Тут памятник от потомков родителям Сергия Радонежского. А тут вот здание, подсветка уже вечерняя зажглась. Так красиво. В темноте будет вообще шикарно. Фу. Ой, физкультура, постоянная физкультура. Язык на плечо.